Там был у нас диагноз, и она была беременна, и сказали, что в вашем ребенке будет аутизм. Так можно разве? И они сказали прервать беременность или оставить? Смотря что. Возможно или нет? Смотрите. Во время беременности можно сказать, ребенок будет? Значит, что возможно? Я сейчас расскажу, что возможно, опять же, по нашему опыту. Смотрите, наше преимущество в том, что мы не связаны как бы официальными рамками, поэтому мы на все смотрим, мы все анализируем и все сравниваем. Сегодня есть большая путаница в диагнозах, и диагноз аутизм или РАС пишут практически всем. Значит, что, как правило, можно сказать во время беременности, что это, скорее всего, приведет вот к такой проблеме. Deməli, hamiləlikdə deyir, nəyi nəzərə alıb demək olar ki, yəni bu hamiləlikdə doğulan uşaq autizm ola bilər. Naibə xanım dedi. Yəni autizm olacaq, yox, autizm ola bilər. Да, он может быть. Ehtimal. Нет, во-первых, существуют генетические отклонения, которые тоже почему-то диагностируют как аутизм. Начнем с этого. Мы сами таких детей видели, и как бы мы сами направляли их в Израиле в соответствующую клинику, где им подтверждали эти диагнозы. Yəni genetik problemlər var. Bir David Uşaq İnkişaf Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə çıxış yolu reklamlardan sonra devam edəcək. Если во время ультрасонографического УЗИ, да, если до 20 недели беременности мы не видим подвижность ребенка как нужно, это уже симптом, что что-то с ребенком не в порядке. Вы согласны, да, наверное? Конечно, согласны. Смотрите, bu birinci əlamət. İkincisi, uşağın ətrafında, yəni, то есть околоплодные воды. Əgər dölyanı sularda çoxluq varsa, если многоводие, yaxud da ki, əksinə normadan aşağıdırsa, bu iki əlamətin ikisi də normadan kənardır və əfsus ki, asulluğun, yəni malavodiyanın deyək də, hidramiyonun müalicəsi yoxdur. Смотрите, мы не ведем, естественно, беременности, но мы видим их медицинские карты потом. И да, мы видим все вот эти вот, то, что госпожа доктор перечисляет, мы видим все это в картах тоже. Значит, что мы часто видим? Да, мы часто видим внутриутробную гипоксию, то есть она дает очень сильное отставание в развитии, которое потом определяют как раз. Что мы видим еще? Очень часто есть у мамы гормональная недостаточность. То есть, например, у нее есть снижение тиреотропных гормонов, да, Çox halda analarda hormon dəyişikliyi olur. Bax, xüsusilə deyək ki, qalxana bənzər vəzdə olan problemlər bu kimi problemlərə gətirib çıxardır. Ребенок получается с очень конкретным типом, скажем так, умственной отсталости, с которым довольно тяжело работать. Deyək ki, uşaqda elə inkişafdan geriləmə olur ki, daha sonra bu uşaqla işləmək, normala gətirmək mümkün olur, çətin olur. O əqli geriləmə olmayacaq. Если во время беременности лечить гипотиреоз, то есть или если его как следует лечить, тщательно наблюдать, ребенок не будет ни имбецилом, но, ни дебилом, этого ничего к сожалению, очень многие дети приходят, вот вроде и лечили, и все равно не досмотрели.